Да, теперь мы переходим, как говорится, теперь к официальной части. Вы упомянули Кавказ. Давайте поговорим об этом регионе. Очень интересный регион. Из обычной классической истории, без привлечения ДНК-генеалогии, мы слышим о таких народах древних, как аланы, россо-аланы. Мы слышали о скифах, которые были в Причерноморье. И хотелось бы узнать, есть ли у тех древних народов потомки среди нынешних живущих? Конечно, потомки, как правило, никуда не деваются. Народы исчезают из хроник. Названия народов исчезают, точнее, а народы сами остаются. Они по-другому иногда называются, или точнее их по-другому называют. Редко, когда на самом деле известно их самоназвание, потому что, допустим, даже китайцы никогда себя китайцами не называют, как и японцы. Нет, там какое-то сложное китайское слово. И вообще народы, американские индейцы, как известно, индейцам себя никогда в жизни не называли. Понятно, да. Ну, же понятно, а также понятно и с остальными. Поэтому реально крайне мало. Еще неизвестно по-настоящему, но хотя уже понятно, допустим, называли себя ариями. Но, с другой стороны, есть ариаварты. В Индии регион, где арии жили, так что все-таки называли. А потом уже в первом веке, в первом, точнее, тысячелетии до нашей эры, царь Дарий, он объявил, что я Арий, сын Ария, Перс, сын Перса. Ну, само имя, Де Арий. Ну, конечно, да. Но, тем не менее, вот вопросы спорные пытаются найти, когда себя арии стали называть ариями. А только находят реально в Персии и в Индии. А вот по пути неизвестно, как себя называли. Хотя есть разные толкования. Люди любят играть со словами. Для них Самара и Самарканд это очень родственно, это, видимо, даже так, одно и то же. Наверное, это и не случайно. Вот. Ну, на самом деле, я обычно в своих работах никогда созвучие не принимаю. Только как вторичный фактор, как запасной такой. Когда уже дело доказано, ну, тогда можно созвучие принимать. А так, столько любителей. Хорошо, мы не будем про них, а у нас времени не так много. Да. Так вот, еще раз говоря о Кавказе. А Кавказе это на самом деле крайне интересный регион. Все регионы интересны. Кавказ в особенности, потому что там очень много разных народов. На Кавказе известны миграции народов, такие капитальные, классические, не считая небольших. Ну, скажем, 7 тысяч лет назад на Кавказ пришли урукские миграции из Урук, из Месопотамии. И вот они оставили, до сих пор живет очень много на Кавказе их потомков. И когда смотришь датировки их ДНК, они уходят вглубь на 7 примерно тысяч лет. Что это за народы сейчас? Это народы, они везде. Собственно, ингуши. Это вот то, что называют, если по-английски проносить J2, J2. Или и краткое 2 по-русски, наверное, было бы. Их много. То есть Восточный Кавказ в большой степени это вот те самые J2. А Западный Кавказ в большой степени R1A и, ну, опять же, по-английски было бы G2, а по-немецки G, наверное, было бы, буква G такая латинская. Поэтому разделение довольно четкое. Повторяю, Западный Кавказ G, а Восточный J. Ну, это для вас разные такие источники. Цифры, да, такие для простого человека. Карачаево-балкарцы. Да, вот поподробнее, именно из каких регионов их предки. Да, вот, пожалуйста, Карачаево-балкарцы. Тюркский язык. У них треть это вот R1A, что и у этнических русских, тот же род. А вторая половина это та самая G или G. G это то, что и осетин. Но осетин это G до 3/4, до 75%. А в Восточном Кавказе их почти нет. То есть видно, что миграции шли такими двумя большими полосами, одна на западе, другая на востоке. Но из-за этого коллизии, которые меня, признаться, огорчают. Ну, скажем, на Кавказе многие хотят быть аланами. Вот вы упомянули аланов. Аланы – это старый скифский или древний скифский народ, который знатен своими победами, они доходили до Европы, до центральной походами. И вот кавказцы многие хотят быть их потомками. И не без оснований. Скажем, карачаевцы считают, что они аланы. Более того, они говорят, мы даже друг к другу обращаемся, «Эй, алан». То есть слово «алан» – это есть обращение персональное к человеку. И они огорчают, что вот осетины, они добились того, что их стали называть страну Аланией. Они говорят, что это вовсе не аланы. А что вы говорите? Осетины говорят, что мы аланы, самый настоящий, хотя язык индоевропейский. Поэтому если и от тех аланы, то аланы должны быть разные. Должны быть и тюрки, и индоевропейцы. Ингуши тоже. Что мы говорим? Когда мы за это дело взялись,
Сначала действительно было такое представление, что это они должны быть одни. Поэтому кто-то, как я написал даже где-то вот в популярной литературе, что Боливар троих не вынесет. Кто-то должен быть один. Но получается, что у всех есть основания. И вот сейчас, когда наконец сделали раскопки Алан, оказалось, это данные пока предварительные, что Аланы все три были гаплогруппы. И R1, и G2, и J2. Получается, имеют основания и карачаево-балкарцы, и осетины, и ингуши. И там, видимо, чеченцы. Что они тоже. потомки аланов. Что они потомки аланов. Для них это очень важно, потому что это действительно такой стержень, который выстраивает их самосознание, достоинство, если угодно, равнение на предков. Это очень важно. Дело в том, что, к сожалению, в России это еще вот не у многих это осознание появилось. А на самом деле в мире всегда было, всегда же чтили предков. Всегда висели на стенах, ну, кто это себе мог позволить делать, генеалогии, которые мужские уходили вглубь. Понятно. Поэтому да. это дело важное, и кавказцы это очень ценят и понимают.